Сказки вслух. Мир удивительный сквозь книгу. Веста Васягина. Трактор Вик и его пожарная команда. Вик – самый быстрый трактор на ферме. Правда, раньше ему не нравилось там работать. Он хотел быть гонщиком, чувствовать горячий ветер в лобовое стекло и слышать крики болельщиков. И у Вика получилось. Он победил в гонках и заслужил кубок, красивый и сверкающий, как звездное небо. Но все изменилось. Теперь Вик любит слушать пение петухов по утрам, вдыхать запах земли после дождя, любоваться нежно-зелеными ромашками и пшеницей. Но больше всего ему нравится помогать родителям, пахать, рыхлить, поливать. Однажды папа сказал Вику, что когда-нибудь он станет главным на ферме. С тех пор маленький трактор постоянно думал об этом. Перед сном он представлял себя большим-большим, и наутро ему казалось, что он и вправду стал чуточку выше. Наконец настал день большой фермерской ярмарки. С утра тракторы погрузили продукты в прицепы и поехали. Мимо жужжащего пчелиного леса, мимо пруда с форелью, дальше и дальше. Точно так они раньше ехали в Машиноград. Вот только у развилки нужно было повернуть не вправо, а налево, в село Ярмарочное. Взрослые натягивали тенты и ставили палатки. Все пестрело флажками и шариками, цветами и сладостями. От отдельных палаток пахло пряниками и сушеными абрикосами, от других – колбасами, а от палатки Вика тянулся аромат липового меда, клубники и пионов. И вдруг бабах! Что-то сверкнуло, и от палатки с холодильниками повалил дым. «Пожар!» – завопил кто-то. Запах дыма и горелых продуктов в один миг распространился повсюду. Животные стали чихать и кашлять. «Бегите!» – крикнул везунчик животным и громко просигналил. Пони, коровы, собаки сразу же разбежались во все стороны. Но малыши, котята, кролики и щенки оставались на месте, озирались на языки пламени и дрожали. «Залезайте!» – скомандовал Вик и опустил ковш возле клеток с малышами. «Ура!» Они послушались его и запрыгнули внутрь. Вик набрал полный ковш зверят и поспешил в безопасное место. Им вдогонку раздавалось долгое бабах-бабабах, как будто это были фейерверки. На самом деле это огонь добрался до палаток с домашним бензином и машинным маслом. Пожар стал разгораться еще быстрее. «Караул!» – в ужасе кричали тракторы и бульдозеры. Они носились по ярмарке и собирали с прилавков овощи и фрукты, отгоняли подальше тележки с цветами и семенами. Вик отъехал подальше к проселочной дороге. Там он и высадил животных. Рядом опустил свой ковш везунчик. Вик улыбнулся ему и вдруг заметил неподалеку пруд, где квакали лягушки. Берег был песчаным. «Смотри!» – сказал Вик везунчику и показал на пруд. «Сгодится!» – ответил тот. «Я туда, а ты туда!» Вик кивнул и чуть позже зачерпнул полный ковш воды. Следом за ним везунчик набрал целый ковш песка. Теперь они мчались обратно во весь дух. Колеса подпрыгивали, а горячий ветер дул в лобовое стекло, хоть это и не была гонка. На полном ходу Вик бросился на огонь и вылил на него всю воду. Рядом, перепачканный в саже, везунчик посыпал пламя песком. «Ш-ш-ш!» – зашипел огонь, но в этот раз стихая.